Сегодня поговорим о вещах, которые звучат как фантастика, но уже сегодня формируют новый облик Казахстана. Речь пойдет о суперкомпьютере, о Международном центре искусственного интеллекта Алем-АИ в Астане и о том, почему президент призывает не спешить с принятием ИИ кодекса. Салем, друзья! Меня зовут Ержан, и вы на YouTube-канале JustVibe. Сегодняшний мир – это мир данных. Кто умеет работать с информацией, тот и управляет всем – экономикой, технологией и даже нашей повседневной жизнью. Как говорится, кто владеет информацией, владеет миром. И это уже не просто красивая фраза, это реальность, в которой мы живем. Казахстан давно понял, что без сильной цифровой базы не обойтись. Поэтому страна развивает свою мощную IT-инфраструктуру, чтобы не зависеть от зарубежных серверов и технологий. Другими словами, чтобы наш интернет-мозг был здесь, в Казахстане, а не где-то за океаном. И вот в 2025 году у нас появился настоящий гигант – суперкомпьютерный кластер. Он один из самых мощных в Центральной Азии. Работает на новейших чипах. Это такие турбоускорители для искусственного интеллекта. Его мощность колоссальная, примерно экзафлопс, а это 1 квинтиллион операций в секунду. Чтобы было понятнее, этот компьютер способен сделать столько расчетов за секунду, сколько бы обычный ноутбук делал бы несколько тысяч лет. Теперь вопрос, зачем он нам? И что это даст обычным людям? Во-первых, он нужен для электронного правительства и цифровых сервисов, чтобы все работало быстрее и без сбоев. К примеру, вы подаете заявку на госуслугу, оплачиваете налог, проверяете документы, и тут все должно происходить мгновенно. Во-вторых, для искусственного интеллекта. Суперкомпьютер обучает нейросети. Те самые, что создают тексты, переводят, рисуют или даже озвучивают видео. Особое внимание, кстати, уделено казахскому языку. Теперь можно обучать свои большие языковые модели, чтобы они понимали и говорили по-казахски без ошибок и машинного перевода. В-третьих, он поможет ученым и исследователям, например, моделировать изменения климата, создавать новые материалы, улучшать медицину, развивать агротехнологии. Один расчет, который раньше занимал недели, теперь займет минуты. И, наконец, это шанс для стартапов. Молодые команды могут создавать и приложения прямо здесь, в Казахстане, не завися от иностранных сервисов и платных западных платформ. Президент Касым-Жомарт Токаев не раз говорил, что это стратегический проект, который обеспечивает нашей стране цифровой суверенитет. И действительно, зачем арендовать чужой интеллект, если можно вырастить свой? Более того, на форуме Digital Bridge Токаев предложил создать второй кластер суперкомпьютера, чтобы увеличить мощность и надежность всей системы. Но ведь компьютер – это всего лишь железо, нужны мозги, которые будут с ним работать. Вот тут появилось новое имя – Алем-АИ. Это Международный центр искусственного интеллекта, который создан в Астане. Можно сказать, это место, где рождаются технологии будущего. Что будет делать Алем-АИ? Будет разрабатывать умные технологии для науки, промышленности, медицины и госуслуг, поддерживать стартапы, лаборатории и молодых специалистов, проводить обучение от школьных кружков до университетов, создавать площадки для встреч, выставок и форумов, где идеи будут превращаться в реальные проекты. План Алем-АИ амбициозный. За 4 года Казахстан хочет экспортировать и решения на 5 миллиардов долларов и каждый год готовить по 10 тысяч IT-талантов. Кстати, мы уже расширяем сотрудничество с зарубежными странами через этот центр. К нам подключаются ученые и специалисты из ЕАЭС и Центральной Азии. Таким образом, центр становится магнитом для всего региона. И недавно там прошло еще одно знаковое событие. Павел Дуров открыл здесь свою AI-лабораторию. Таким образом, они, используя наш суперкомпьютерный кластер и центр, будут разрабатывать новые технологии для Telegram. Представьте, какой это будет опыт для наших IT-специалистов. Когда технологии развиваются со скоростью света, всегда появляется желание принять законы побыстрее. Типа давай быстрее все оформим, чтобы не отстать. Но в случае с искусственным интеллектом спешка может обойтись очень дорого. Президент Касым-Жомарт Токаев говорит об этом прямо. Нельзя торопиться, сначала нужно все продумать, обсудить,
взвесить. Законы должны защищать людей, а не тормозить процесс. Кодексом определяется система всеобщей цифровизации сфер экономики, образования, здравоохранения и государственного управления. Цифровой кодекс нельзя принимать поспешно. Это действительно очень ответственная и сложная работа. Поэтому сейчас Казахстан не спешит с принятием AI-кодекса, а сначала собирает мнение экспертов, юристов, ученых, айтишников, чтобы сделать закон действительно умным. На форуме Digital Bridge 2025 президент сказал очень важную вещь. Все новые решения государства должны быть изначально цифровыми. Если человек уже один раз передал свои данные, государство не должно требовать их снова. Просто логично, по-человечески. Правда? Токаев предупреждает, если принять закон в спешке, можно случайно ограничить свободу, замедлить развитие технологий или, наоборот, создать лазейки для злоупотреблений. Поэтому Казахстан идет умеренными шагами, но уверенно. Мы уже построили суперкомпьютер, запустили центр Алем АИ, а теперь готовим правила, которое сделает все это безопасным и полезным для людей. И вот главный вывод, друзья. AI – это инструмент, как молоток или нож. Им можно создавать, а можно вредить. И будущий закон будет рамкой, которая сделает использование искусственного интеллекта для казахстанцев безопасным. Итак, друзья, Казахстан стоит на пороге новой эпохи. Суперкомпьютер в Астане дает стране мощность, Алем AI создает экосистему, а взвешенный подход в законах гарантирует безопасность, свободу и устойчивое развитие. Это не просто технологии, это национальный выбор. То, каким будет Казахстан через 10-20 лет, зависит от нас. А теперь вопрос к вам. Какой проект с искусственным интеллектом вы хотели бы видеть в своем городе или даже на своей работе? Пишите в комментариях, подписывайтесь на JustVibes, ставьте лайк и делитесь этим видео. До скорой встречи!